Ну, Владимира Ивановича Даля все, безусловно, знают. Основное его произведение, труд его жизни также всем хорошо очень знаком. Ну, мы сегодня поговорим не только о словаре, но о его биографии и о других произведениях, которые он также оставил. Годы его жизни здесь представлены, и, конечно, сразу бросается в глаза, что они пересекаются с годами жизни многих наших известных деятелей. Их сегодня тоже будем упоминать. Это и Жуковский, и Пушкин. Кроме того, Владимир Иванович Даль и, собственно, его деятельность во многом обусловлена вот этим контекстом эпохальным, связан с эпохой романтизма. Эпоха романтизма обычно у нас ассоциируется с чем? То есть, как вы представляете себе эпоху романтизма? То есть, что там такого было? Что обычно приходит, вообще просто приходит в голову? Вот эпоха романтизма. Ваши ассоциации. А еще какие были эпохи, кроме романтизма? Реализм, да. Потом дальше мы, если навскидку там 20 век, символизм, соцреализм, но в данном случае романтизм. Романтизм, ну да, то есть помимо авторов, вообще что такое вот романтизм? То есть какой-то мечта и реальность, да, замечательно. Еще что может быть? Да, романтический герой, герой какой-то вот не такой, как все, переживающий, да, особые эмоции, герой очень ранимый, наверное, да, такой. То есть психологический портрет романтического героя, он ассоциативно у нас в голове встает. Но вот как раз о чем вы говорите, страшно далекий от народа, это не совсем так. Поскольку эпоха романтизма у нас связана еще и как раз с интересом к национальной специфике, к национальности, к корням определенного этноса, народа, нации. Мы это хорошо помним вот по одной из отдаленных уже лекций Александра Ивановича, когда он рассказывал про братьев Гримм. Вот здесь, конечно, уместнее бы было сравнивать, наверное, Владимира Даля с братьями Гримм, вот, а не с Стефаном Цвейгом, но по хронологии так не получается. Вот. И Владимир Иванович Даль в своем творчестве отражает как раз в большей степени вот эту вот вторую особенность романтизма, связанную с интересом к национальной специфике, национальным корням конкретного народа, чем с романтическим героем и какими-то там неведанными переживаниями. Хотя это тоже есть, но больше в духе фантастики, которая присутствует во многих его произведениях. Не случайно, наверное, излюбленным жанром, к которому обращался Даль, была сказка. Причем сказка, пропущенная именно через такое вот романтическое жерло. Но Даль, чем он отличается от обычного литератора? Тем, что он, наверное, в первую очередь все-таки ученый, а во вторую очередь литератор. Не случайно, если вот я вас, наверное, спрошу, какие литературные произведения у Даля вы читали, я очень сомневаюсь, что кто-то мне какие-то примеры приведет. Ну, кроме, вот, собственно, филологов, наверное, это будет сложно сделать. Даль действительно в историю, большую историю русской литературы, в историю для читателей, а не только для специалистов. Как литератор он не вошел. Если говорить на прямоту, мы его не знаем как писателя, мы знаем его как создателя словаря. И это действительно характерная его черта. Он писал и стихи, и прозу, он отдавал дань вот этой вот романтической традиции. Тогда все образованные люди что-нибудь писали обязательно, пусть не на уровне Пушкина, но на каком-то вот своем уровне все что-то творили, создавали. Но к литературной деятельности и к романтизму в целом Даль относится в первую очередь как ученый. Поэтому в его литературных произведениях основной прием – это ирония. То есть есть такое понятие, как романтическая ирония, когда на вещи смотрят как бы вот свысока, воспринимают объект целиком, и вот в случае Даля как раз усиливается именно иронический компонент,
То есть он немножко подшучивает над своими персонажами, над сказочными героями. Если у него где-то присутствует сказочный такой вот компонент, то он обязательно связан не с каким-то трагическим мильтоновским таким высоким звучанием, а немножко сниженным. Все это подается в первую очередь как прием, а не то, во что автор, безусловно, верит или предлагает поверить своих читателей. В ранних его произведениях сильно такое вот, как бы мы сейчас сказали, щедринское начало, то есть некая даже критика, может быть, социального строя там присутствует, но она очень сглаженная и на первый план не выходит. И вот точно так же Владимир Иванович Даль с научных позиций, с некой отстраненной позиции, с позиции определенной иронии в хорошем смысле, то есть не в смысле сатиры и высмеивания, а ирония как некое отстранение. Он относится к русской культуре и русскому языку. Несколько слов о биографии. Родился он в поселке с не очень звучным названием Луганский завод. Однако семья его была весьма такая впечатляющая по интеллектуальному своему запалу. Отец — это обрусевший датчанин, его имя Йохан Кристиан Даль. Когда он принял, ну, собственно, как бы мы сейчас сказали, российское гражданство, да, он одновременно и имя свое сменил, но вот изначально его звали Иоганн Кристиан Даль. Он был врачом, лингвистом, богословом, причем все его знания, умения были на очень высоком уровне, поскольку даже Екатерина II призвала его служить придворным библиотекарем в Петербурге. Мать знала 12 языков, занималась музыкой, и, в общем-то, уже в семье, просто за счет того, что Даль родился рядом с такими родителями, он уже получал определенное энциклопедическое образование, безусловно. Причем вот эти вот языки, то есть что такое 12 языков, сейчас очень сложно найти в нашем глобализированном мире человека, который в совершенстве знает хотя бы 3 языка. Хотя вроде бы есть потребность. А вот они знали языки действительно, видимо, на очень приличном уровне, по крайней мере, читать они могли в оригинале и на древних языках в том числе, то есть помимо современных европейских языков, также знали древнегреческий, например, или древнееврейский. Ранняя биография Даля связана с военной службой. Он служил во флоте. Параллельно, как-то так между делом, как мне кажется, он заканчивал одно учебное заведение за другим и обратно во флот уходил. Закончил он Петербургский морской кадетский корпус, ушел во флот служить. Потом, как бы между делом, закончил медицинский факультет Дербцкого университета, это сейчас Тартусский университет. Ну, Тартусский университет у нас сейчас ассоциируется, конечно, с образованием высочайшего уровня, и, в общем-то, и тогда это тоже было, то есть очень приличное учебное заведение. Надо ли говорить, что закончил он это все с отличием и с прекрасными баллами, и более того, закончил досрочно, потому что началась русско-турецкая война, и он опять, значит, должен был идти на фронт. Закончил он досрочно и прекрасно сдал экзамены по хирургии, в частности. Что, как вы понимаете, на русско-турецкой войне ему очень пригодилось. Здесь вот, да, я себе пометил, чтобы не забыть, история с мостом. История с мостом была такова. Русская армия отступала, и нужно было придумать какую-то переправу срочно. Инженера не оказалось, его то ли убили, то ли он был в другом где-то месте. То есть Даль сам взялся, будучи врачом военным, он взялся руководить вначале инженерными делами, то есть постройкой моста, через который должна была перейти вот эта военная часть.
Потом оборона этого моста, пока они переходили, он главенствовал. И потом он же этот мост подорвал, чтобы вслед за ним неприятель не перешел. Как думаете, похвалили его? Нет, его не похвалили, его отчитали за несоблюдение, так сказать, субординации и за выполнение действий, которые его статусу как военного врача не соответствовали. Но пожурило его непосредственное военное начальство, а вот более высоко стоящие чины, наоборот, его удостоили уже медалью и подвиг его оценили. То есть он и как военный очень отличился. Участвовал также в польской кампании и в Хивинском походе, то есть география его вот этих военных походов была очень знаменательная. Вообще говоря, когда читаешь биографии наших великих людей XIX века, поражаешься той географией, которую они охватывали. Пушкин за свою жизнь никогда не покидал пределов Российской империи, при этом, если посмотреть географию его передвижений, можно только позавидовать, потому что это от самых северных земель, от Финляндии до Турции, потому что современная вот часть Турции, она тогда находилась тоже под российским влиянием, и, собственно, можно сказать, что в Турции Пушкин тоже был, по крайней мере, если современные географические ее пределы рассматривать. Вот у Даля точно так же, более того, он побывал у себя на родине, в Дании, и именно тогда, видимо, окончательно решилось его вот это национальное самоопределение, поскольку он записывал, что да, вот увидел своих давних как бы родственников, да, по крови, и при этом окончательно убедился в том, что не они мне родные отныне, но русский народ, и отныне я навсегда принадлежу России. И более того, уже перед смертью, незадолго до своей смерти, когда ухудшалось здоровье, он все-таки, памятуя о некой усвоенной еще в детстве, видимо, богословской такой вот линии, он сделал все-таки выбор в пользу Русской Православной Церкви и принял православие. То есть умер Даль как православный, но жизнь он прожил как лютеранин. Ну, мне кажется, ему просто некогда было заниматься этими делами, а под старость лет уже возникла и необходимость, и желание, и возможность о таких вещах подумать. А жизнь у него была более чем насыщенная. Ну и с 30-х годов, с 33-го года конкретно начинается его государственная служба, которая также географически очень разнородна. Он служил в Оренбурге, путешествовал по Южному Уралу. Более того, как знаток Оренбурга, он привез потом туда Пушкина, и Пушкин собирал там материалы для капитанской дочки по Пугачевскому бунту. Также он служил в Петербурге, в Нижнем Новгороде, в общем, его переводили и повышали по званию. Насколько я помню, как бы он дослужился до действительного статского советника, достаточно высокое звание тогда. Параллельно с этим он осуществлял многочисленные фольклорные экспедиции и еще и параллельно с этим работал врачом. То есть вот таких многогранных талантов человек. Причем занимался он не просто хирургией, а хирургией глаза. Это одна из наиболее сложных, наверное, да, ответвлений в современной хирургии в том числе. То есть он делал операции на глазах, он убирал катаракту. То есть представляете себе 19 век, человек оперирует на глазах, причем проводит сложнейшие операции, поскольку он и не только в интеллектуальном, но и в физическом плане был очень развитым человеком, у него были одинаково развиты правая и левая руки. А для хирурга это такой очень немаловажный факт. И от многих больных, если от них отказывались врачи, их переводили к Далю, и он выполнял сложнейшие операции, то есть в таких положениях, я уж не разбираюсь в микрохирургии глаза, но в общем какие-то такие операции в таком положении, когда оперировать можно было только левой рукой.
То есть абсолютно независимо, вот, у него были левая и правая руки, и одинаково развита левая рука, как и правая. Вот. Это такие интересные факты про его биографию. Что касается взаимоотношений Дали и Пушкина, Даль был одним из тех людей, которые присутствовали у постели умирающего Пушкина. И с этим связана, в общем-то, одна из легенд, наверное, всей жизни и судьбы Даля. Пушкин ему подарил перстень и также завещал ему свой камзол, наверное, да, правильнее сказать, верхняя одежда. Вот. Отношения Даля с Пушкиным были очень дружественные и теплые. И, наверное, во многом опыты Даля именно в литературном плане, на литературном поприще были продиктованы его знакомством с Пушкиным. Он говорит, каждый раз, когда беру в руки пушкинский перстень, мне хочется написать что-то серьезное, что-то такое основательное и вдохновляющее. Если говорить об основных направлениях творческой и научной деятельности Даля, то их можно так немножко грубо, но объединить в 4 основные вехи. Это написание сказок, одноактных комедий, повестей, стихов. Заглянул на один сайт, когда готовился, посвященный российской фантастике, так там Даля своим считают. Там, в частности, у него одно из произведений, одноактная пьеса по мотивам славянской мифологии. Она характеризована как славянская фэнтези. То есть он чуть ли не новый жанр породил, когда еще никто не знал о том, что славянская фэнтези существует. Далее уже писал в этом жанре. Ну, там вполне такой лихо закрученный сюжет. У князя дочка. Естественно, к этой дочке сватаются многие-многие там королевичи из разных земель, из Болгарии, из Армении, из Турции приезжают, и, значит, все хотят вот ее заполучить в жены. А при дворе у князя живет такой дурачок. Вот. Над этим дурачком все посмеиваются, но он довольно здоровенный детина, но при этом кажется безобидным до поры до времени. А князь над ним подшучивает, говорит, вот жених, вот за кого дочку свою отдам. Но он, конечно, шутил, а дурачок-то не понял, что шутка такая. Он решил, что действительно он скоро свояком князя станет, зятем, и очень на это рассчитывал. А когда во время пира он, собственно, о своих правах-то заявил, что вроде как зачем женихи-то здесь сидят, если уже мне предназначено, над ним посмеялись, он осердился и схватил в руки нож, да, и едва не зарезал там князя, в общем, его оттуда выволокли, назвали нехорошими словами и бросили на улицу. А дурачок оказался непростым, дурачок оказался родственником Лешего и Водянова, вот, и он решил отомстить. Поэтому, сговорившись с Лешим, он всячески его, вот, этого Лешего, умолял, чтобы тот обидел князя, который вот так нехорошо с ним поступил. В общем, заманил он в лес и князя, и дочь его, и одного из женихов, и Леший заполучил вот эту вот княжескую дочь, но дурачку ее не отдал, решил забрать себе. В общем, дурачок всеми обиженный оказался, а тем временем в действие вступают Водяной и Домовой. Домовой с Лешим не очень дружит, он хочет как-нибудь Лешему досадить. И, в общем, чтобы все это прекратилось, он у Водяного ворует одну из русалок. И говорит, вот русалка у тебя пропала, ну да, как бы я вот ее у тебя своровал, предлагаю обмен. Ты забираешь у Лешего вот эту княжескую дочь, я тебе взамен отдаю твою русалку. В общем, там великая битва между Лешим и Водяным, в которой Водяной одерживает победу, Леший, значит, княжескую дочь отдает, все счастливы, в результате находится и подходящий жених для этой дочки, ну а дурачок, вот, к сожалению,
не просто ни с чем остается, там практически Джош Мартин, там дурачка леший заковывает в пне, зажимает, а когда водяной идет войной на лешего, дурачок, к сожалению, просто тонет. Вот, поэтому все очень так, напряженно, насыщенно, ну, довольно интересно читать, даже по меркам современной фантастики, ну, что-то такое вот интересное и... Ну, еще хэппи-энд отсутствует. Да? Ну, хэппи-энд так, для дурачка отсутствует, да, для княжеской дочки присутствует. То есть все как в жизни. Если кому-то плохо, это значит, что кому-то хорошо. Вот, но все, конечно, не очень серьезно, то есть Даль все это использует именно как прием. Один из, наверное, первых авторов, которые обращаются к фантастическому элементу именно как к приему, и этот прием обнажен. То есть что это значит? Что не просто фантастическое целиком произведение, а что, ну вот здесь фантастика, но мы же понимаем, что это не что такого не бывает, но сказка, ложь, в ней намек, в общем, вроде бы и фантастика, вроде бы и намекнули, и вроде бы остались в духе реализма при этом. Следующий пункт – это фольклор и этнография. Помимо этого еще и... ну вот ботаника, зоология, там у меня следующий пункт. Фольклор, этнография – это такой, ну вот, материал, который собирал Даль и использовал для создания своих словарей. Это вот толковый словарь живого великорусского языка и, собственно, собрание пословиц и поговорок. Учебники ботаники и зоологии, он помимо гуманитарных наук еще и естественными занимался, и более того, стал он, если я не ошибаюсь, членом-корреспондентом Академии наук за счет того, что собрал образцы южноуральской флоры и фауны. То есть он буквально первопроходцем был вот в этих землях. То есть, понятно, что в те времена, наверное, первопроходцем в чем-то было быть проще, чем сейчас, когда уже все, что можно, открыто. Но, тем не менее, почему-то вот Даль так сделал, а остальные нет. Но зато он почти как Ломоносов был первопроходцем во многих отраслях. Ну и толковый словарь, о котором речь пойдет дальше. Что касается сказок, это был первый такой литературный опыт Даля, то есть он за основу взял сказки, которые он действительно собрал во время своих фольклорных экспедиций, но литературно их обработал. Первое издание называлось «Русские сказки из предания народного устного», Пяток первый, 1932 год, и писал он под псевдонимом Казак Луганский. Издание было запрещено цензурой, самого Даля арестовали, поскольку в книге увидели какие-то антиправительственные намеки. Но видным деятелям тогдашнего литературного процесса, в частности Жуковского, книга пришлась по вкусу, и Жуковский, в общем, замолвил слово, сказав, что все не так поняли, это ошибка, и Даля отпустили. Но сам тираж был уничтожен, и буквально несколько экземпляров из этого тиража Далю удалось сохранить. И в частности, один из этих экземпляров он подарил своему другу Александру Сергеевичу Пушкину. А теперь вот фрагмент текста, по которому мы с вами попытаемся установить, почему Даль понравился Жуковскому, и одновременно, почему Даль не вошел в русскую литературу, в историю русской литературы, и известен только специалистам. Это, наверное, самая известная сказка Даля о Шемякином суде. Вообще имя Шемяки, наверное, за счет Даля и известно стало, и нарицательным таким сейчас является, если кто-то, наверное, слушал. Вот один из фрагментов текста. «Шемяка родился не воеводою, а мужиком. Не родись умен, не родись богато, родись счастлив. Край его был бедный, народу смыслящего мало, письменного немного, а Шемяка у дьячка в святцы глядеть выучился, знал праздник, по приметам отличать от будем, ходил в тонком кафтане, а как на безрыбье и рыба, и рак рыба, а в городе Питере и курица птица, так мир его и посадил в старосты. Шемяка мужик смирной, когда спит, так без палки проходи смело.
И честный заговорит, так что твои краснобаи, душа на ладони и сердце на языке, а что скажет, то и свято, где рука, там и голова, лихаимства не знал, шемяка наш прост, хоть кол на голове тиши, да добрый богобоязлив, так мужики и надеялись нажить на него добра, да и оскоромились, не то беда, что растет ли беда, а то беды, как и нет ли беды. Вот такой стиль. И вся сказка написана таким стилем, текст довольно большой. И у всех сказок тексты довольно большие. То есть первое впечатление, когда вообще эти сказки Даля, они в школьной программе присутствуют, но в очень адаптированном виде. Когда в оригинале, так сказать, это все читаешь, первое, что приходит на ум, это «Чего?». То есть сюжет, движение сюжета, развитие образа полностью растворяются в стиле. Я осмелюсь предположить, что Жуковскому как раз Даль понравился как стилист. То есть как человек, открывающий нечто, новые горизонты в плане стиля. Смотрите, какой маленький отрывок текста и сколько здесь можно насобирать пословиц, каких-то образных метких словечек, народный язык. То есть вот эта попытка как раз привнести в высокую, так скажем, литературу, художественную литературу язык народа, украсить его, причем язык народа в самом таком вот богатом и ярком его проявлении. Попытка, если говорить именно о творчестве Даля, она, похоже, не удалась, но если говорить в целом о развитии русской литературы, она очень даже прижилась. И формирование русского литературного языка без сказок Даля немыслимо. То есть, когда вот, в университете мы изучали историю русского литературного языка, о Дале говорилось достаточно много, причем не меньше, чем, наверное, ну если не о Пушкине, то, по крайней мере, о Жуковском. И фигура в плане развития, становления литературного языка русского, он не менее значимая, чем Крылов. А формула подходит к рассказу? Фродовская формула подходит к рассказу? В целом подходит. Да. В целом подходит, но именно что в целом. То есть ее в общем можно там увидеть, но она очень размытая. Вот как раз и стиль размывает не только сюжет, но и все каноны сказочные. То есть если воспринимать сказки Даля и ждать от них того, чего мы обычно от сказок ждем, то есть довольно незамысловатый, четкий сюжет, добро-зло, конкретные персонажи, ну если вдаваться там в пропоты, какие-нибудь мифологические границы, да? Помощники и так далее, их там найти можно, но, судя по всему, они не значимы для самого Даля, для него значим сам язык. То есть, когда инструмент оказывается важнее содержания, наверное. И сказки, это по сути для Даля был такое поле для эксперимента. А как вот этот вот язык живой, разговорный, народный взять и облечь форму литературного текста, чтобы с этим могли ученые люди познакомиться. Вот, достаточно амбициозная идея. У Даля, опять же, повторюсь, она не очень удалась, но в плане развития русского литературного языка это был огромный шаг вперед. Если говорить вообще в целом о развитии литературного языка, становлении его, это как раз начало, ну, рубеж веков, конец 18-го, начало 19-го, и считается, что русский литературный язык у нас обрел окончательную свою форму в творчестве Пушкина. Но Пушкин, по сути, в чем гениальность Пушкина? В том, что он ничего не изобретал. Он просто гениально взял то, что было уже изобретено, и то, что уже присутствовало в литературном контексте, и хорошо оформил. А то, что мы встречаем у Пушкина, в отдельных проявлениях присутствовало у Жуковского, у Державина, у Крылова. И, безусловно, поскольку Пушкин знаком был с творчеством своего друга Даля, то и Даль на него определенное влияние тоже мог оказать. И оказал. Поэтому тот вариант литературного русского языка, который в результате установился в поэтике Пушкина, он подпитывался многими авторами, которых мы считаем вроде как ниже Пушкина, но которые на самом деле экспериментировали и открывали что-то действительно новое, новые границы в плане вот этого языка.
А Пушкин гениально все объединил. Ну вот мне кажется так. Что касается фольклора и этнографии, здесь Владимир Иванович тоже оставил достаточно много произведений. Ну, на сегодняшний день, наверное, они известны в первую очередь специалистам. Тем не менее, этнографию Южного Урала без имени Владимира Даля уже не представить. И в историю вот как раз близких к нашему ареалу обитания мест он имеет непосредственное отношение. А в Нижнем Новгороде уже ближе к концу, так сказать, своей вот государственной службы Даль завершает книгу о русских пословицах. И опять ему не повезло с цензурой. То есть здесь у него кольцевая композиция получилась. Уже зрелое его произведение о пословицах и поговорках тоже было запрещено цензурой. В конце концов его, конечно, издали, причем Даль в оправдании написал пословицу «несудимо». То есть если в сказке вот о Шемяке там действительно можно какие-то критикующие судейскую систему, критикующие отчасти власть вещи увидеть, потому что Шемяка, если вы помните эту сказку, был таким неправедным судьей, да? Там основной момент в сказке связан с тем, что когда Шемяка судил двух мужиков, один из них ему в платочке показал камень. Но Шемяка, будучи крайне коррумпированным судьей, он решил, что ему сулят денежное вознаграждение и признал правоту этого мужика. Вот. А потом послал своего человека у этого мужика золото требовать. А тот говорит: не было никакого золота, я ему камнями грозил. Если бы он меня засудил, я бы ему всю там физиономию расквасил. И Шемяка говорит: как хорошо, что я его не засудил. Вот, человеческая рука камень кидает, а Божья рука камень несет. А что, если бы он мне жизни меня лишил этими камнями? В общем, все правильно сделал. Хоть так. Но здесь, конечно, такая сатира, уже щедринская сатира. А что касается пословиц и поговорок, то это уже скорее научный труд, чем литературный, поскольку пословицы и поговорки Даль не придумывал, а действительно собирал. И если в пословице и поговорке действующая цензура усмотрела что-то антиправительственное, то значит нечто антиправительственное присутствовало в самой системе русского языка на тот момент. Вот. Ну, в конце концов, конечно, книга была издана, но гораздо позже, чем планировал Владимир Иванович. Да. Разговор о толковом словаре живого великорусского языка, чтобы как-то в ваших глазах не принизить значимости этого труда, я начну, а не закончу анекдотом. Анекдот бородатый, но, может быть, кто-то не знает. Значит, едет Владимир Иванович Даль с ямщиком. Примерно такая же погода, как у нас. Поздняя осень, значит, снег, там, пурга, холодно. И ямщик кричит: «Замолаживает!» Даль закутался поплотнее, записную книжку достал и записывает первое слово для своего будущего словаря. «Замолаживает» в народе означает «становится холоднее». Да, небо затягивается тучами, значит, вот. Это в учебнике для 4 класса было, и поэтому весь народ Да. Вот. А дальше, соответственно, продолжается, потому что ямщик говорит: «Замолаживает барин, хорошо бы до голода добраться». То есть ирония, да, намек на то, что, в общем-то, и нету никаких диалектов. Вот, эта ирония, кстати, вполне оправдана в наше с вами постмодернистское время, поскольку в русском языке действительно на сегодняшний день, как диалектологи говорят с печалью, диалектов не осталось. Но это действительно печальная правда. Мы когда-то ездили в диалектологическую экспедицию, у нас был определенный опросник, нужно было, что вот в данной местности вот эти слова раньше встречались.
сколько-то там, 10-20, может быть, лет назад, и нужно было людей опрашивать прямо по этим словам, что вы знаете значение этого слова, а вот это, вот это, вот это, вот это, там отдаленное русско-удмуртское деяние. Так они не знают. То есть они этих слов не знают. Более того, там до смешного доходило, то есть среди этих слов очень неблагозвучные попадались, они в современном нашем обиходе вообще являются, ну если не матерными, то как-то очень близкими к мату, но изначально их значение было совершенно иное. Так люди, естественно, начинали смеяться, говорят, что вы из университета приехали, такую похабщину спрашиваете. Вот, то есть диалекты умерли. Это очень ясно видно, но вот в 19 веке диалекты еще существовали, поэтому слово «замолаживает», которое сегодня можно объяснить только дефектами речи, на тот момент действительно было самостоятельным словом, обозначающим определенное природное явление. Вот. Причем такое образное очень, да, то есть молодится природа. Вот. Здесь, что касается статистики, то есть в словаре содержится около 200 тысяч слов, из них от 63 до 72 тысяч это общеизвестные в 19 веке слова, не попавшие ранее в другие словари. То есть это вот свидетельство определенной первопроходческой деятельности не только в плане каких-то русских говоров, а и в плане общеупотребительных слов, которые не были отражены ни в одном из существующих на тот момент словарей. Ну вот несколько слов, которые показывают, ну, с которыми связаны, наверное, определенные мифы, вот, которыми уже этот словарь оброс. Первое слово тоже очень известное, как второе слово «замолаживает», я вам уже рассказал, а «выползина». «Выползина» связано как раз с взаимоотношениями Дали и Пушкина, поскольку вот тот самый элемент гардероба, да, вот этот вот камзол, да, там не камзол, конечно, но в общем верхняя одежда Пушкина, в которой он как раз по несчастной случайности был на дуэли, и которая продырявилась, он ее тоже завещал Далю, поскольку, узнав из словаря Даля о существовании такого слова, Пушкин долго очень смеялся, говорит: «Выползина, какое хорошее слово, я буду так свою одежду называть». А выползина вообще по Далю это шкурка змеи. То есть змея, когда меняет свою шкуру, она старается в какое-то очень узкое место попасть, там трется и выползает из своей собственной шкурки. И вот эта вот шелуха, которая остается, она в народе называется выползина. А Пушкин, соответственно, иронически так свою одежду назвал. В ряде случаев Даль использовал способ объяснения иностранных слов, которые на тот момент уже очень плотно вошли в русскоязычный обиход, но не имели аналога в русском языке, как, например, слово «гимнастика». То есть мы его заимствовали, и в 19 веке оно уже хорошо прижилось, но не было слова, которое бы поясняло его. И в данном случае такие слова Даль своими силами переводил на русский язык. То есть как бы вот гимнастику он пояснил через неологизм ловкосилье. Ловкосилье. То же самое произошло со словом горизонт, небозем. То есть, естественно, далевские неологизмы не прижились, и не было такой задачи, чтобы эти неологизмы вошли в обиход. Он просто, поскольку это толковый словарь, он старался дать максимально понятное объяснение и максимально емкое. Вот. Но таких случаев не так уж и много, то есть в основном он дает достаточно пространное объяснение. И более того, почему вот толковый словарь живого великорусского языка считается не только памятником языковым, но и памятником культуры, и он регулярно переиздается. То есть вот я находил статистику, что в период с 2008 по 2015, по-моему, годы было разом сделано аж 14 переизданий. Очень, как бы больше, чем раз в год он переиздается, то есть фактически переиздается чаще, чем словарь Шведовой. Почему так? Помимо того, что он отражает некий вот языковой пласт и является памятником нашим диалектам,
погибшим, он также является словарем отчасти энциклопедическим, потому что предлагает информацию не только о значении слова, но о том, как это слово, с каким, например, народным промыслом оно связано, и описывается этот промысел. В частности, способы плетения лаптей, то есть как плелись лапти. Если вам интересно знать, как плелись лапти, и у вас есть словарь Даля, то и повис интернет, то вы можете это посмотреть в словаре Даля, вы знаете, что это такое. Вот. Ну, в общем и целом, мой доклад о Дале подошел к концу. Если у вас есть вопросы, я с удовольствием их выслушаю и, может быть, постараюсь ответить. Спасибо большое. Есть вопросы? А вот на братьев Гриммов ориентировался, когда словарь составлял? Насколько я знаю, нет. Насколько я знаю, нет. То есть я не нашел свидетельств того, чтобы Даль вообще чье-то влияние очень сильно испытывал на себе. Судя по всему, поскольку человек был очень творческий, очень активный, словарь вообще начался из праздного интереса, как это часто бывает. То есть ему интересен был язык, и поскольку он себя все равно ощущал иностранцем, и только уже в достаточно зрелом возрасте он окончательно для себя решил, что вот я русский, как бы принял это, осознал, что вот я русский, и ничего общего с Данией у меня нет, он все равно так или иначе к русскому языку и к русской культуре относился вот с позиции некой иронии, то есть отстраненности. Он изучал это как объект. Ему были интересны слова вот этого одновременно и родного, и чужого языка, как они звучат, и имея тонкий литературный вкус и слух, он их записывал, делился с друзьями, какие-то слова были смешные, и даже Пушкин над ними смеялся, какие-то слова просто интересными, а потом постепенно эта коллекция разрасталась, и он понял, что эта коллекция тянет уже на фундаментальный литературный, не литературный даже, а научный труд. Также, в общем-то, было и с пословицами и поговорками. То есть человек был очень открыт миру, очень заинтересован всем, что вокруг него происходит. А научная и литературная деятельность, они как бы уже сами из этого вытекали. Вот такой вот был гений. Спасибо большое. Все? Да? А тут ведь еще важно понять, что он не просто собрал слова и по алфавитному порядку их разложил и дал какие-то там определения, а то, что там была проведена действительно систематическая научная деятельность. Каких-то аналогов, каких-то вот образцов, как это делать, у Даля не было. А сейчас лингвисты, создавая словари, ориентируются на опыт Даля как раз. То есть, как он работал с синонимами и антонимами. Это предмет отдельной лекции, я вас этим утомлять не буду. Но, то есть, этот словарь, он именно представляет язык как систему. А это подход уже, извините, 20 века. То есть, мы сейчас только учимся тому, что легко, творчески и без всяких мучений изобрел Даль. Вот этот вот сам инструмент постижения языка. Все, спасибо за внимание.